Правопорядок и безопасность на первом месте. Сотрудники МВД готовятся к предстоящему празднованию дня рождения пророка Мухаммада. Да благословит его Аллах и приветствует. В здании ведомства состоялось оперативное совещание. Министр внутренних дел Руслан Алханов поставил основные задачи перед правоохранителями и призвал добросовестно исполнить свой служебный долг. Основная задача по обеспечению безопасности и правопорядка легла на плечи управления МВД России по Грозному. Начальники РОВД и командиры строевых подразделений, где находится подразделение, непосредственно участок должен лично проверять начальник РОВД, находиться на месте, проверять, смотреть. Делать ВВП, Марвингедуи, это нам обеспечить безопасность, это наша с вами святая обязанность. Продолжаем выпуск. Новый дом для новой жизни. По поручению главы республики в Курчалое завершается строительство жилья для неблагополучной семьи. В одном из своих выпусков мы рассказывали об этих людях. Пьющий отец и мать, которых почти лишили родительских прав. Власти предоставили им шанс начать новую жизнь с чистого листа. Как они с этим справятся, покажет время. А пока наш корреспондент Ахмед Джабраилов расскажет о доме, который для них строится. Еще 2 месяца назад на этом месте стоял ветхий дом, в котором жила семья Саиевых. Сейчас завершается строительство нового. На заключительной стадии отделочные работы. Строители работают без выходных, чтобы сдать жилище в установленный срок. Поручение построить новый дом для этой семьи отдал Рамзан Кадыров после того, как узнал об обстановке в семье, в которой оба супруга употребляли спиртные напитки и не занимались воспитанием своих 6 детей. С тех пор ситуация изменилась. 5 мальчиков и 1 девочка временно находятся в Шалинском реабилитационном центре, а перевоспитанием родителей занимаются родные богословы и врачи. По словам строителей, новый дом для семьи Саиевых будет готов к концу текущего месяца. Уже совсем скоро жизнь Саиевых должна преобразиться. Новый дом для семьи построили, а создание уюта в нем уже задача самих родителей. Ахмед Джабраилов, Рахим Гириханов, Халид Мавсаев, Муслим Хасиев. Новости. Оплата за проезд на общественном транспорте повысилась на 2 рубля. Это не так много, но когда приходится делать несколько пересадок, чтобы добраться до пункта назначения, это сильно бьет по карману, сетуют пассажиры. С чем это связано и насколько законны новые тарифы, выясняла Элина Халидова. Буквально на днях проезд на общественном транспорте поднялся с 13 рублей до 15. Конечно, не сказать, что это существенная цифра, но все же она бьет по карману многих наших граждан. Теперь такую сумму вынуждены платить пассажиры за проезд в общественном транспорте. Данное решение нельзя назвать необоснованным. По постановлению правительства Российской Федерации с 15 января текущего года установлены новые расценки. Впрочем, транспорт подорожал и во всех остальных субъектах страны. Рост цен на перевозки пассажиров автобусами, работающих в режиме маршрутного такси, то есть так называемым в народе маршрутками, обусловлен повышением цен на ГСМ, на повышение расходов на ремонт и техническое обслуживание автотранспорта, то есть и еще дополнительно пенсионными налоговыми отчислениями. То есть эти расходы тоже повысились с 2013 года. По словам представителя Госкомитета цен и тарифов Руслана Мударова, последние тарифы не пересматривались года 2. До сих пор цена на маршрутные виды такси держалась на 10-13 рублях. Стоит отметить, что подорожал только проезд на коммерческих маршрутках. Цены регулирует у нас правительство Чеченской Республики в лице Государственного комитета по тарифам и ценам, а мы, Министерство транспорта и связи, принимаем это к исполнению. Но в той связи, где от нас это зависит, мы пытаемся поддерживать цены на приемлемом уровне. Как у водителей, так и у пассажиров отношение к новым изменениям неоднозначное. У одних оплата за транспорт особой тревоги не вызывает, тогда как другим нужно еще больше ограничивать расходы. 15 уже. Стоит отметить, оплата за проезд, к примеру, на государственном виде общественного транспорта осталась той же, что и раньше.
Стоимость одной поездки на автобусе пока не превышает отметки 10 рублей. Элина Халидова, Таймир Хаджиев и Ибрагим Налаев. Новости. Крупную партию героина изъяли сотрудники наркоконтроля батальона «Грозный» у жителей республики. Таита Абдул-Саламова и Руслан Хусейнов были пойманы с поличным в момент попытки сбыта наркотического вещества весом 514 грамм в селе Ойсхар Гудермесского района. В отношении задержанных предпринимаются соответствующие меры. На разработке и во время сбыта машин с бартериаш, ахкил героин с бартериаш, 514 грамм героин с бартериаш и на халят цабу в отношении возбудителей уголовного дела. Наказание за попытку сбыта крупной партии, предусмотренное законом, составляет лишение свободы от 10 до 20 лет. В рамках уголовного дела будут рассматриваться версии о причастности к этому преступлению и других лиц. По последним данным, за прошедший век сигарета явилась причиной гибели 100 миллионов человек по всему миру. В этом столетии, по прогнозам специалистов, печальная статистика рискует возрасти до миллиарда, если каждый из курильщиков не одумается и вовремя не избавится от этой пагубной привычки. О вреде курения сказано немало. В очередной раз о нем попыталась напомнить Фатима Магомшарипова. В свое время путешественник Христофор Колумб сделал 2 важнейших открытия в истории человечества. Он обнаружил Америку и открыл 4 растения – томат, картофель, паприку и табак. С первыми 3 все сложилось однозначно, их с удовольствием используют в кулинарии. А вот свойства табака, одно время считавшиеся целебными, сейчас подвергаются жесткой критике. По последним данным, за весь 20 век табакокурение явилось причиной смерти 100 миллионов человек по всему миру. А в этом веке, по некоторым прогнозам, эта цифра возрастет до миллиарда, если курильщики не задумаются о своем здоровье. Большая часть нашей молодежи этим увлекается. И хотя они примерно представляют все последствия, к которому приводит это курение, но тем не менее многие этим увлекаются. И нашей задачей является предотвратить заболевания, к которым могут привести курение. И мы в Центре здоровья этим занимаемся, выявляем группы риска. Медициной доказано, что курильщики умирают раньше, чем те, кто ведет здоровый образ жизни. Табак приводит к изменениям внутренних органов. Чаще всего поражаются дыхательная и сердечно-сосудистая системы и желудочно-кишечный тракт. По последним данным, более 90% случаев онкологических заболеваний связано именно с курением. Самые опасные заболевания – это рак легких. Курение также способствует заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Это рак желудка. Это также онкологические заболевания надпочечников. Так как в табачном дыме находится не только никотин, содержится также канцерогены, которые вызывают онкологию, онкологические заболевания. Курение табака занимает первое место в мире среди предотвратимых причин смертности. Однако, несмотря на тот факт, что гибель тысяч людей можно было бы избежать, ежегодно из-за болезней, вызванных курением, умирает до 5 миллионов человек. Россия занимает 7-ю позицию в десятке стран по потреблению сигарет на душу населения. Год более 2000 на одного курильщика. Статистические данные говорят, по сравнению с некурящими, курящие в 13 раз чаще болеют заболеваниями сердца, в 10 раз чаще раком желудка, язвой желудка, а также большой, серьезный, тяжкий вред наносит на кровотворную систему. 18 января 1964 года сигаретные компании обязали писать на пачках предупреждение об опасности для здоровья. С тех пор прошло около полувека, но надпись о вреде курения не очень-то и останавливает потребителей никотина. В настоящее время на упаковке сигарет многих стран присутствуют не только надписи, но и устрашающие картинки, показывающие вредное влияние на здоровье человека. Но результаты пока не очевидны. Фатима Магомшарипова, Магомед Аздаев, Халид Малсаев, Ваха Кантаев. Новости. Население республики полностью согласно с позицией властей, направленной на оздоровление общества. Речь идет о рейдах, которые проходят в столице. Напомню, почти каждую ночь в мэрию Грозного доставляются задержанные алкоголики, наркоманы и женщины легкого поведения, а также продавцы спиртным. Люди считают, что в чеченском обществе не должно быть места людям аморального поведения. Им всем уже давно пора исправляться. شاين بول بول شار سوتو بيزر بيزم تلا سيرنيت سقاش عيد بو دشلك دوق قول تو شو بول شو جزو اربع شويش بين ان مل خلق يتا نو اتدو يدوكش ميل بول شان هاني سن قندو اذا قول عندي مثلا دي نجر دين حارم دينا بقال
يوم مثلا هو شنو تقيش بولشان شاغل بين عشان خشبو يش هذا نا جاي تاكل يدينا نقعد كل الإنسان مضروا كويس بالمتجات عني خينا مضر دوخة ظلم دو سلطانخ بكشنا ونيتر مخزر سطوين جماعات يحارم دو دا قرآن صح ديسن حارم دين ديسنا دو بوفتيتا أق سلوك بالبيت صح بس كون صار دوت النوع كذا ربوسوا بكل شوات نوع هو هذا أخدال مدية بوش دش ولا أخشيتنا بوش دش وتسون أخشيتنا بوش نود أو ولا بوسوا بواتس. О том, что происходило сегодня в стране и мире, расскажет Элина Дадаева в рубрике «Часовой». Госдума в первом чтении приняла законопроект о тестировании школьников на употребление наркотиков и психотропных веществ с оговорками о необходимости поправок. Парламентарии, правда, опасаются, что положительный результат теста может негативно сказаться на дальнейшей судьбе учеников. Об этом сообщает Интерфакс. Законопроектом предусмотрено, что тестирование подростков, если им не исполнилось 15 лет, будет проводиться с согласия родителей. А те, кому больше 15, должны такое согласие давать сами. Разработчики заверяют, что предусмотренное сохранение тайны итогов тестирования, это будет жестко контролироваться. Совет по правам человека планирует вместе с Главным правовым управлением президента подготовить новый законопроект о защите религиозных чувств граждан, пишет газета «Коммерсант». Нынешний законопроект, который был внесен в Думу в сентябре, правозащитники считают неприемлемым. Председатель СПЧ Михаил Федотов обещает попросить Владимира Путина инициировать разработку нового документа. В частности, по мнению правозащитников, проект закона не определяет понятие оскорбления религиозных чувств. Кроме того, действия, оскорбляющие религиозные чувства, например, воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповедания или возбуждение ненависти и вражды, попадают под действие уже существующих статей Уголовного кодекса России. Позиция членов СПЧ водится к тому, чтобы вместо введения в Уголовный кодекс новой статьи точечно дополнить уже существующие правовые нормы. Представители Генеральной прокуратуры Украины заявили, что расследование по делу об убийстве депутата Верховной Рады Щербаня, которое было совершено в 1996 году, завершено. В результате расследования Юлии Тимошенко и бывшему вице-премьеру Павлу Лазаренко были переданы уведомления о подозрении в совместной организации убийства. По версии следователей, сообщники заплатили около $3 миллионов за исполнение убийства депутата. Украинским законодательством предусмотрено наказание вплоть до пожизненного за совершение такого преступления. Дело об убийстве депутата, а также дело о долгах единых энергосистем Украины уже объединены. Мотивом совершения преступления следствие считает корыстный интерес в бизнесе. Евгений Щербань не хотел подчинять свой бизнес единым энергосистемам Украины, а предметом спора могла стать цена на газ. Московские власти в ближайшее время перейдут на контейнерное озеленение улиц, бульваров и скверов внутри Садового кольца. Об этом «Известиям» рассказал замглавы департамента ЖКХ и благоустройства мэрии Москвы Антон Велиховский. Власти опасаются, что корни обычных деревьев будут угрожать спецкоммуникациям. По словам экспертов, контейнерное озеленение стоит в 2 раза дороже обычного. Кроме того, деревья в катках придется пересаживать практически каждый год. Поэтому в исторической части Москвы может не остаться вековых дубов, вязов и тополей. Такая же, по его словам, ситуация и на Новом Арбате. Там в катках стоят даже кустарники, тоже из-за кабелей и прочих коммуникаций. Именно поэтому в центре города контейнерное озеленение будет применяться по максимуму, отметил чиновник. Это была рубрика «Часовой» с Элиной Дадаевой. Терек готовится ко второму кругу чемпионата России. С 14 января традиционно на турецком побережье чеченская команда проводит свои зимние сборы. Первый сбор продлится до 30 января. Запланированы 2 контрольных матча. Между сборами команда получит 3 выходных дня, после чего она снова отправится в Турцию. И это были все новости на сегодня. Адеквил, чтобы если алло.